Задача наша состоит в охране общественного порядка, охраны объектов, имущества граждан по договорам. Как много вызовов поступает вот в среднем в неделю? Бывает 20-30 вызовов за смену, за сутки бывает. Ежедневно выставляем 6 нарядов групп задержания, которые распределены по городу Якутску по своим маршрутам патрулирования. Равняйсь. Смирно. Равнее на середину. Помимо имущества общественного порядка, какие задачи еще преследуют? Так, раскрытие преступлений по горячим следам, а также пресечение административных правонарушений. Прием. Здравствуйте, уважаемые читатели Якутского информационного агентства. Мы находимся в отделе вневедомственной охраны Росгвардии. Сейчас группа задержания проходит инструктаж, проверяется наличие сохранность специальных средств. И ребята выйдут на дежурство. Дежурство начинается с 9 часов утра и длится 24 часа, то есть круглые сутки. Мы пойдем на работу, а вечером выедем вместе с одной из бригад. Посмотрим, что происходит вечером на охраняемых объектах города Якутска. Также на маршрут восьмерки вышли. Принял. Сложно ли работать 24 часа? Сложно, да? Нагрузка есть. Самое время, когда много вызовов, это вот во сколько? Это начинается с 12 пару часов и потом под утро начинается. Под утро, ага. Когда вот начинают заведения Вот когда закрываться. начинаются развлекательные клубы, в то время как раз самый пик вызовов. В основном драки, состояние опьянения, обычно в нетрезвом состоянии люди попадаются, получается, в развлекательных клубах. Хулиганы. Неоплата счета. Ущерб вот такие заведению. ущерб есть. Ага. Ну, то есть они, эти хозяева заведений, нажимают на кнопку, приезжаете вы. Да. А вы тоже, так же как полиция, привозите их в отделы, там, все такое, да? Да, приезжаем, материал собираем и доставляем в отдел полиции по территории. А вот какой сейчас маршрут у нас и вообще на сколько секторов поделен город? Всего заступает 6 маршрутов. Получается, город поделен на 6 территорий. У каждого маршрута своя территория, свой определенный маршрут, по которому он работает сутки. У нас какой? У нас Сальсарский округ, получается 4,90 маршрут. Ну тут не так много заведений разных же, да? Да, тут таких нету клубов. Ну, Galaxy есть один клуб. Тут Пивные бары, пивные бары, вот пивнушки есть. Они тоже на охране все. Да, там тоже есть кнопки у них. А вот скажите, вот больше вызовов зимой или летом? Есть ли разница вообще? Наверное, летом больше вызовов, чем зимой. Просто летом люди всю ночь могут гулять, и на улице ходить гулять могут. Ну сейчас поспокойнее стало, да, по городу? Вот в Саисарах раньше... Раньше вызовов как-то раньше этот был, Вегас был, получается, он постоянно срабатывал. Вегас, да, всегда были там вызовы. Постоянно. А вообще часто приходится спецсредства применять? Как сказать, часто? Часто применяются наручники, это как правило. Человек должен быть У нас, наручниках. получается, машина не специализированная, да, перевозить, получается, людей. Специального отсека нету, чтобы задержанных сажать, поэтому, когда сажаем машину, применяем, получается, приходится применять. Наручники, Ну, от человека тоже зависит. Человек, если спокойный, нормальный, то не надо применять, получается. Нормально, адекватный человек спокойно едет, получается, у нас. Давно один случай был, этот, как хатасский стрелок в нашем маршруте, получается, ну, не в нашем, нашу смену, получается, Который по Пирогова задерживали? другого, который задержали, вот, тоже мы участвовали в задержании. Долго искали наверху, на горе, получается, машина потерялась, мы искали, потом заметили машину подозрительную, похожую, да, по ориентиру, которая стояла там. Заметили первые, доложили дежурному, что так и так, в таком районе стоит машина. Разрешение взяли, что проверить машину, сейчас проверим и доложим. Полной экипировки, получается, вышли. Нас трое было, в то время старший был, получается, с автоматом вышел, и мы двое, получается, сбоку зашли. И
старший попросил этого человека выйти из машины. Мгм. Да, чтобы он бросил оружие, да. А он прям с оружием сидел, да? Получается, в машине сидел просто, он сидел, он услышал крики, то что, да, просьбы сотрудника он услышал, вышел, увидел сотрудника, получается, который стоит, и вытащил, наклонился и вытащил оружие, получается, и прицелился на сотрудника, получается, да. Угу. Сотрудник вовремя увернулся и, получается, мимо выстрелил человек, получается. Ну ничего себе, спасло, да? А он в бронежилете был сотрудник? Да, полные экипировки, Мгм. броники, каски. Получается, выстрелил, он увернулся, получается. Потом оружие выбросил в салон машины и уехал, получается. Мы за ним поехали. Приехали, в машину сели и за ним поехали. Получается, там же, в том же месте мы его догнали, получается, считай. Ну да, там где вот круговая на Пирогова. Да. Ну там как в фильме было. Нам детально Погоня, стрельбы. погоня, стрельбы. Ага, смотри, а если вот в городе применяется огнестрельное оружие, там вот что нужно для этого? Ну, Там в городе, в центре, например, да, если в людном месте особо не надо применять, да, надо машину выгнать за пределы города, получается. Мгм. И за пределы города выйдет, там уже можно применять. А там какой-то режим объявляется, да? И там, Когда за машиной гоняются? Ну вообще, да, вот там же почти что в центре было, рядом с мечетью же это со стрельбой, там со всей фигней же. Мою машину ориентировку передают, план перехвата объявляют. Мгм. перехват объявляет, да. То, И что разрешение человек всем. вооружен, не А. вооружен, опасно создает, не создает, вот это, да. И тогда все фактически структуры уже Да, задействуют. В центр заедет, ущерба больше будет сказать. А по шинам стреляли ему? Машина, человек стрелял по нам, получается. Не, по шинам. Вы- По шинам стреляли, да, вот наверху стреляли, где когда Мгм. гоняли. Левое, я помню, левое заднее колесо пробили. Левое заднее, да, пробили. Она с пробитой колесом Мгм. ехала, получается. Что самое страшное, когда вот такое происходит? Самое страшное это человеческая жизнь, я думаю, так что никто не пострадал при этом задержании, сам задержанный, например. Человек вышел, например, с ружьем, в собаку выстрелил, да, и побежал. Не знаю, может другой выход был, может, как его задержать без последствий. Там. Ну, это в такой-то экстренной ситуации, черт его знает. Да, Он же там прохожих мог поубивать. да, там уже приехал СОБР, ОМОН уже там. Нас отправили отцеплять, получается, территорию. Там более серьезные ребята приехали. Почему-то от пресс-службы именно Росгвардии больше приходит о задержании разного рода наркоманов. А это МВД вот, ну, гораздо меньше, если так смотреть. Это вот с чем связано, а, ребят? У вас прям работа по наркоманам или как? Нет, такой работы нету по наркоману. Просто ездят вот так вот, патрулируют по городу, по окраинам города, по своим маршрутам. Заметят машину подозрительную и так далее. Где там стоит в лесном массиве, например. Подъедешь, проверишь, да, попадается наркоман. Так отпускают, да, тоже поработать. С разрешения, конечно, дежурного. Но я так понял, что ваши основные функции, они в принципе мало чем отличаются от полиции, да? То есть вот пьяный человек идет на улице, тоже там проверить, вот это вот все то же самое, да? Да, остановиться, проверить, личность установить. Но в основном по вызовам с пульта охраны. Да, у нас в основном задача это недопущение краж сохраняемых объектов. Вот, охрана в общественном порядке. Теплые обстановки, вот это вот тоже все ваше в основном, да? Теплой остановки нет у нас. Нет у нас вот, Там А вот эти вот банкоматы, вот это вот все, да? банкоматы, заправки, вот. Вот мы заехали в какой-то лесной массив. А, зачем? Ну, посмотреть наличие людей, употребляющих наркотические вещества. А, ну то есть вы примерно знаете, где они могут тусоваться, где они закладки делают, что-то такое, да? Ну, как знаем. Эти места, Ищем которые места. ранее, которые Да. задерживали, да, ребята наши, получается,
заезжаем, смотрим, получается, проверяем. Но они там особо не светятся, наверное. Да, бывает редко. Но если вот, ну, например, сейчас не будем заезжать, потому что там уже Следов нет, видно, что давно никто не заезжал. когда едешь, получается, по дворам, например, едешь там, видишь, что под столбами, под копой есть следы вот такие, ямки. Человек искал, например, да, наркоманы ищут, получается, закладки. Из-за этого понимаешь, что человек здесь, да, ложа такая закладки. Из-за этого можешь там патрулировать тот район. Если есть подкопы такие свежие. Заметили гражданина без шапки. Решили проверить. Понятно. Да. Ну вот, парень шел без шапки. Мы его остановили. Остановили, спросили, куда идет, фамилия, имя, отчество. Лично установили, проверили по базе данных через дежурного. В розыске человек, не в розыске. Далее, где проживает. Провели практическую беседу, отпустили. Человек пошел домой, сказал, что идет с магазина. Новые ямки смотрим. Да, сейчас заедем, проверим, а далее их тоже. Все равно эти следы есть. Получается, так смотрим, ищем следы. Люди ходят пешком в лес глубоко, лучше вправо. Если же следов нету, все старое. Кто-то ходил, оказывается, один человек ходил. В ту сторону идет, да, след. Поступил вызов с какого-нибудь заведения. Они говорят, вот массовая драка, там 30 человек, замес идет. Какие действия вот у Росгвардии? Подъезжаем, докладываем дежурному, сразу вызываем помощь соседних патрулей. Саму, если 30 человек дерутся, конечно, туда не полезешь к ним. Стоишь, смотришь самых буйных, самых активных, потом вычисляешь, как патруль подъедет, их уже задерживаешь тогда совместно с другим патрулем. А примерно соотношение сил, когда нужно вызывать? Ну там со скольки? С 8 там? Ну, такого нету, уже смотришь по обстановке, какие агрессивные, не агрессивные, как они себя ведут. Административщик крайне судимый, в розыске не значится. Ясно, принял. Ясно, принято, беседа. Ребята, что было? Провели практическую беседу с гражданином. Идет домой человек. Немножко нестройной походкой. Ну этот, видимо, совсем по грани, да? Ну, этот нормальный. Он ориентируется. Ориентируется на место. Хорошо. Данные сказал, документы при себе имеет. Ребята, а были вот какие-то, может, интересные, такие забавные какие-то случаи на практике? Ну, например, в прошлом году зимой тут банкетный зал Хомусвес. Там был вызов, была свадьба там. Приезжаем, там, получается, два бомжа зашли, погреться, уснули. Ну и там лежат, спят прямо. Свадьба идет. Да? Свадьба идет, они тут лежат, спят. Ванизм стоит такой. Ну и нас, мы заходим, нам приходит, получается, жена, вот, которую девушка замуж, говорит, заберите их, пожалуйста. Свадьбу, говорят, сейчас испортят. Там администратор пришел. Получается, скорую вызвали их, забрали. Хватило, отвезли. Этих гостей мы не ждали. Поляк 17, соблюдая правила дорожного движения, скоростной режим. Ребята, поступил первый вызов где-то часов 12 ночи. Расскажите, пожалуйста, когда поступают вызовы, что нужно делать? Получается, вызов на 1Г, гаражный бокс. Сработала ОПС, охрана, пожарная сигнализация. Сейчас едем туда. То есть, получается, вам никто ничего не говорит, что там может быть, что там происходит, пока неизвестно. Да, пока неизвестно. Поэтому едем, экипируемся, одеваем бронезащиту, спецсредства, оружие, каски.
едем. Может быть все что угодно. Посмотрели, внешняя норма, прибор сигналит. Ясно, принято. Окно закрыто, да? Да, окно закрыто, гараж сам тоже закрыт. Свет есть, электроэнергия есть, гаража. Ясно, принято. Проверяем. Ребята вот доложили, видимо, ложный вызов, насколько я понял. Да, все закрыто, осмотрели, следов проникновения нету. Целостность не нарушена. Сейчас операторы проверят. Возьмется гараж под охрану. Нет. Ага. Возможно, был скачок электроэнергии, из-за этого пошла сработка. Ребята, вот поступил вызов, мы едем на усиление. Какое-то заведение известное, да? Да, клуб Number One по Бестужу Барлинского, который там поехал туда патруль и вызвал помощь. А, давай. Вот мы находимся в одном из увеселительных заведений города Якутска. Поступил вызов с подозрением на то, что идет провокация на совершение массовой драки. Администраторы нажали тревожную кнопку, сейчас дают показания. Около 20 человек, по показаниям, приехали на 3 машинах. Возможны дальнейшие, наверное, провокации какие-то. В принципе, по пути мы видели сбор такой. Может быть, это они и есть. Девушка говорит, что они довольно криминальной наружности, агрессивные. Ну, будет разбираться. Вот здесь вот стояла толпа. Может быть, замысливали что-то нехорошее. Такая довольно-таки спокойная ночь сегодня в Якутске. Может быть, слава богу. Поступил приказ, да, или как это называется, домой. А дежурного-то? Угу. Да, указание пришло, на отдых отправили нас. Есть ли, может быть, слова какие-то, что вы бы хотели передать жителям нашей столицы республики? Не знаю, что сказать. Давай в отдел. Лучше гулять. Че говорить? Тебя и Меры гулять. Правильно. Не нарушать